Из-за снегопада в ночь на 16 февраля Ишерский участок республиканской трассы и объездная дорога в Гагре были закрыты. Но уже с утра четверга дорога была открыта для проезда всех видов автомобилей. Глава государства отметил, что все службы слаженно справились с поставленной задачей. Кроме того, свою положительную роль сыграли предпринятые ранее меры в рамках инвестпрограммы. Все те работы, которые были проведены в этом году по линии инвестпрограммы, все те подстанции, которые были обновлены, вот это позволило нам не иметь того ужаса, который мог бы быть. Особенно, я еще раз говорю, в той ситуации, в которой оказалась страна вот в этот период года. Таких снегов, особо, как говорится, у нас не бывает, но мы все равно, как говорится, к будущему должны быть готовы. Ждать, будет снег или не будет снег, в любом случае, это, наверное, не самое верное. Мы все-таки подготовить должны хоть одну-две техники для того, чтобы специализированные для уборки снега. И хотим мы, не хотим, есть вопросы, конечно, и экологии, но какие-то реагенты должны быть для именно от этих участков дорог, потому что одними грейдерами зачищать эти труднопроходимые места очень сложно. Премьер-министр страны Беслан Барцис, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, отметил, что ситуация находится под контролем. Все задействованные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация остается под контролем и не прекращается ни на минуту. Практически в круглосуточном режиме работы проводились. Также были сложности, связанные с падением деревьев и перекрытием республиканской трассы в районе Чадара. Но должен сказать, что очень оперативно, совместно с МЧС, быстро устраняли в течение получаса, и дорога была разблокирована. На совещании было принято решение отменить занятия в школьных и дошкольных учебных заведениях до понедельника. В связи с погодными условиями Министерство образования по согласованию с Кабинетом министров приняло решение о приостановке занятий в школах до понедельника. Надеемся, что к понедельнику погодные условия уже позволят нам продолжить учебный процесс. Сотрудники Черноморэнерго еще с 14 февраля были приведены в повышенную готовность, так как в связи с ухудшением погодных условий из-за ветхого состояния энергосистемы страны были вполне ожидаемые аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередачи. И эти опасения подтвердились. На сегодняшний день по высокой стороне у нас существует еще 3 аварии, но это происходит почти без ущерба для абонентов и для тех магистралей, которые питают наши подстанции. Единственное, сегодня в данный момент у нас обесточена подстанция Кочара. Люди работают на высоковольтной линии 35 киловольт. И работа идет по той же линии Килосур, на которой была вчера проблема, сегодня возникла новая проблема. Видимо, осадки утяжеляют ветки деревьев, и, соответственно, эти деревья падают. Фактически каждые 30-40 минут происходит локальная новая какая-то авария. Естественно, бригады работают. Что касается коммунальных служб Сухума, то они второй день работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия снегопада. Об этом сообщил глава столичной администрации Атгур Харази. Он отметил, что расчистить каждую улицу в городе только силами коммунальных служб невозможно. Глава администрации города обратился с просьбой к домовладельцам, а также руководителям предприятий и объектов розничной торговли и питания в столице расчистить от снега прилегающую к их объектам территорию. На совещании также коснулись инцидента, который произошел в Гагре с туристическим автобусом. Неизвестные закидали камнями автобус с возвращающимися в Россию туристами. В автобусе находилось 52 человека, среди них 5 детей. По горячим следам никого найти не могли. Но в тот же день в районе уже Украины был аналогичный случай, камень был брошен. По тем, что мы имеем информацию, это делали малолетки, но у нас есть большое подозрение, что идет там конкурентная борьба между экскурсионными турфирмами. На вопрос президента, стоит ли ждать потепления в ближайшее время, главный синоптик страны Ливар Барцис отметил, что суровая зима позади, что в воскресенье ожидается потепление до 10 градусов. Рената Шакая, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение.